Абхазия всегда была частью грузинского культурного мира, и это проявляется в ее архитектуре. Сегодня мы рассмотрим несколько уникальных примеров сооружений, которые подчеркивают эту связь. История Абхазии уходит корнями в глубокую древность. Древние абхазы, обитавшие на этих землях, были частью более широкой грузинской этнической и культурной семьи. На протяжении веков абхазские племена были неотъемлемой частью грузинского народа, разделяя с ним язык, культуру и традиции. Однако в истории Абхазии произошли значительные изменения. В 16-17 веках на эти земли начали переселяться различные группы, в том числе из Северного Кавказа. Эти переселенцы, называемые Апсуа, начали обозначать себя как коренное население. Но исторические источники свидетельствуют о том, что до этого времени в Абхазии не было следов существования нынешних абхазов, то есть апсуйцев. Что же касается архитектуры, то до 16-18 веков все архитектурные сооружения в Абхазии были грузинского происхождения. Замковые комплексы, церкви и другие памятники были построены грузинскими мастерами и являются яркими примерами грузинского зодчества. Эти исторические здания до сих пор свидетельствуют о том, что Абхазия – историческая часть грузинской культурной и исторической среды. Первое архитектурное сооружение, о которой поговорим, это собор Моква, или Успенский собор в Моква, некогда кафедральный собор Абжуйского региона, построен между реками Галицга и Кодори, вроде бы единственный на всю Грузию пример купольного пятинефного храма, известен также могилой князя Михаила Шарвашидзе и его жены Александры. Мокский собор весьма печальный символ, причем сразу по многим причинам. Его построил еще царь Леон III, который стал царем в 960 году, в тот момент, когда Западная Грузия была на пике своего могущества и контролировала почти весь Южный Кавказ. За 9 лет правления Леон успел построить этот храм. Его почти точным современником стал храм Кумурдо на Джавахетском Нагорье. Леон построил его в 964 году. Храм в те годы выглядел несколько иначе, было больше каменной резьбы, так что он был визуально более похож на стандартные грузинские храмы. Храм просуществует много веков как кафедральный храм Абжуйской епархии. Турки ограбят его несколько раз. Реликвии собора потом окажутся разбросаны по всей стране. Например, Мокское Евангелие окажется в монастыре Мартвили, будет вывезено в России, потом возвращено в Грузии и вроде бы сейчас хранится где-то в фондах Тбилисского музея искусств. Самая интересная деталь собора – это белые мраморные надгробия Михаила Шарвашидзе, последнего князя Абхазии, и его жены Александры Дадьяни. Они расположены прямо по центру перед алтарем. Надписи на плитах сделаны грузинским шрифтом Асом Таврули, редкий случай грузинской надписи, которую абхазы не затерли, не замазали или как-то иначе не замаскировали. Скорее всего, абсуизированные даже не подозревают, что это грузинский шрифт. На могиле князя написано «Михаил Георгис де Шарвашидзе», на могиле жены Александра Георгис Дадьяни Сасули. Бедия или Бедийский собор, большой и знаменитый собор X века в сегодняшнем Очамчирском районе оккупированной Абхазии, сохранился только частично, утратил купол, но считается крупнейшим памятником грузинской архитектуры. Исторический кафедральный собор Бедийского епископства сейчас не действует, пребывает в плохом состоянии, и вопрос его реставрации время от времени поднимается различными грузинскими инспекциями. У Бедийского собора длинная и интересная история, вокруг которой все еще иногда разгораются споры. Царь Баграт решил продолжить традицию храмостроительства и основал монастырь в селе Бедия. Собор монастыря был заложен где-то после 978 года, а закончен в 999. Когда здание было построено, Баграт подарил собору золотую чашу, надписи на которой позволяют совершенно точно датировать это событие. Более того, Баграт учредил новое бедийское епископство, которому досталось земли между Кодори и Ингури.
Впоследствии Баграт построил много других церквей, но Ведийскому собору он уделял некое особое внимание. Когда он умер, то его захоронили здесь же в соборе. Собор уже в те годы стал символом его эпохи. Собор оставался центром епископства до XVI века, когда христианство в Абхазском регионе начало вымирать после переселения сюда апсу-абхазов, а в XVIII веке стал распространяться ислам, и Бедийская епархия была ликвидирована, а ее каноническая территория присоединена к Цайшской епархии. Собор был заброшен и забыт. С историей собора связана история Бедийской чаши. Это золотая чаша для причастия высотой 12,5 см и диаметром примерно 14 см. Имела вид кубка с ножкой. Чаша сделана из золота, разделена на 12 частей, и в каждой находится изображение святых. Крупным планом выглядит примерно так. Надпись по верхнему краю грузинским шрифтом «Асом Таврули» и, конечно же, на грузинском языке. Переводится примерно так. «Святая Матерь Божия, будь ходатайцей перед Сыном Твоим за царя Абхазов Баграта и Матерь его царицу Курандухт, пожертвовавших сию чашу, украсивших сей алтарь и построивших всю святую церковь». Илорская церковь Святого Георгия, христианский храм в селе Илор в Абхазии, образец грузинской архитектуры XI века. Илорская церковь – это один из древнейших храмов Грузии. Он располагается восточнее города Очамчире, в небольшом поселке Илор. Покровителем храма считается Святой Георгий. Илорская церковь – это очень красивый, простой, однозальный храм, алтарь, в котором располагается небольшим полукругом. Это храм издавна пользовался большой популярностью не только на территории страны, но и за ее пределами. Сюда приходили паломники со всех окрестностей. Ранее в церкви находилась чудотворная икона Святого Георгия. Убранство храма некогда было очень роскошным. Слава о золотых и серебряных литургических чашах и сосудах, которые хранились в его стенах, распространились по всей стране. На сегодняшний день в Илорской церкви хранится только небольшая часть этих сокровищ. В период турецкого ига церковь, как и многие другие храмы Западной Грузии, сильно пострадала от пожара. Примерно в середине XIX века храм был отремонтирован и покрыт железом. Наружные и внутренние стены обители оштукатурили, при этом были сохранены надписи на грузинском шрифте «Асом Таврули», а также рельефы фасадной части церкви. Это был третий и последний объект на сегодня. К слову, в Абхазском регионе более 30 грузинских архитектурных сооружений и ни одного апсуйского. Поэтому, если вы хотите еще больше узнать об этом грузинском регионе, то ставьте лайк и подпишитесь на канал. Когда мы говорим об Абхазии, мы не можем игнорировать ее грузинское прошлое. Это сложная и многослойная история. Исследуя архитектуру, древние документы и исторические события, мы можем прийти к выводу, что Абхазия – это неотъемлемая часть Грузии. Спасибо за просмотр и до новых встреч!